Исполнение консолидированного бюджета проходило в сложных и проходит экономических условиях. В этом году резко упали налоговые и неналоговые доходы. Поступления на 16,5% меньше, чем в прошлом году. Причина – пандемия, безработица, остановка ряда предприятий, падение прибыли. На ограниченных средствах мы своевременно произвели все социально значимые расходы, включая выплату заработной платы и выдачу социальных пособий. Основное снижение произошло в наиболее пострадавших секторах экономики. Из-за пандемии на 39% сократились доходы от добычи полезных ископаемых, в 2 раза меньше поступлений принесло в казну химическое производство. На 21% снизились доходы от операций с недвижимостью, в разы упал налог на прибыль. Его поступление в бюджет республики составил за 9 месяцев 42 миллиарда 100 миллионов рублей. Это, к сожалению, на 43% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Налог на прибыль занимает вторую строчку по доле поступлений в бюджет республики – 25%. Его обгоняет даже НДФЛ – 32%. Нетипичная для экономики ситуация. Впервые за многие годы сумма налогов с населения превысила налог на прибыль. Иначе говоря, с зарплат было уплачено больше, чем заплатили предприятия. От этого наше благосостояние зависит. Оплачиваю вовремя, да. Я уже уплатила. Налоги – это основа нашего государства. По интернету все оплатил. Я пользуюсь всеми благами, которые предоставляет государство. И поэтому для меня важно, чтобы мои налоги отчислялись правильно и вовремя. Однако и по НДФЛ тоже наблюдается снижение поступлений. Существенная недоимка сразу в 12 районах республики. Как заметили на совещании, это связано с числом безработных. Их в Татарстане около 70 тысяч и серым рынком труда. Кроме того, в ряде районов допустили снижение по земельному налогу. Относительно поступления прошлого года наблюдается снижение по налогу на 340 миллионов рублей, допущенное в 30 муниципальных образованиях. Муниципалитетам необходимо максимально погасить недоимку для исполнения плановых назначений в полном объеме. Рустам Минниханов заявил, нужно продолжить работу с резервами по всем видам налогов, обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективную реализацию республиканских программ. Обращаю внимание руководителей городов, районов, надо придерживаться согласованных бюджетных параметров. Понятно, что год оказался сложным, но мы видим, что каких-то срывов, сбоев не должно быть. Кроме стабилизации экономики, в следующем году продолжится реализация национальных проектов. Президент республики заявил, что все параметры должны быть достигнуты. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.